Глава 12. Слово о науке. В глубокой древности. Когда наука была в зачатке, люди представляли мир как собрание недвижных предметов – звезд, гор, морей, а если им приходилось наблюдать движение, смену дня и ночи, произрастание трав или старение своих близких, то они считали эти формы движения цикличными. Осуждать их за это было бы несправедливо, ведь обыватели XX века воспринимают мир так же. Однако уже Гесиод уловил линейное течение мирообразования. Эпоха Урана – пространство без времени и энергии. Эпоха Хроноса – добавление времени с броуновским движением чудовищ. Эпоха Зевса – добавка энергии, молний. Это было примитивное учение об эволюции, прогрессе и линейном времени. В наше время оно сохранилось в геологии, учении о смене эр – палеозоя, мезозоя, кайнозоя. Великий Гераклит сформулировал учение о вечной изменчивости. Все течет, все изменяется, никто не может дважды войти в один и тот же поток, и к смертной сущности никто не прикоснется дважды. А Зенон доказал, что движения нет, ибо Ахилл не может догнать черепаху. Оба умозрительных заключения делают науку бессмысленной. Гераклитовское, потому что описывать исчезающие и неповторимые феномены невозможно, а Зеноновское, потому что без движения к предметам изучения нельзя приблизиться для обследования их. Потому-то научное познание заменилось софистикой, и Горгий имел право сформулировать свои три тезиса. Первый – ничего нет. Второй – если бы что-нибудь было, оно было бы непознаваемо. Третий – если бы познание существовало, его было бы нельзя передать. Тупик. Как ни странно, все эти три философских подхода к науке дожили до XX века, изменив формы, но не настолько, чтобы их нельзя было распознать. Философские построения оказались неверными. Конечно, река и смертное тело изменяются, но в пределах законного допуска, следовательно, повторные прикосновения к ним возможно. Апорию Зенона, утверждавшую, что движение лишь наше восприятие, поскольку оно немыслимо, опровергло появление дифференциального исчисления. Оказалось, что движение, которое действительно основа мироздания, не только наблюдаемо, но и мыслимо, причем не противоречиво. Да, стабильными можно назвать те явления и предметы, которые изменяются медленно, но и тут нужно учитывать, что характер изменения определяется не столько видимостью такового, сколько диалектическими законами, переходом количества в качество, единством и борьбой противоположностей и отрицанием отрицания. Эти законы подсказывают ученым необходимость учитывать третий вид движения – колебательное, которое, как мы увидим, лежит в основе многих явлений, в том числе этногенеза. Факт этнического изменения внутри системы определяется либо накоплением, либо растратой энергии живого вещества биосферы, биохимической, а устойчивость неоднородной системы – законом единства и борьбы противоположностей. Дискретность этногенезов и этнической истории, или, что тоже, существование начала и концов, есть прямое проявление закона отрицания-отрицания, согласно которому рождение и смерть любой системы неразрывно связаны друг с другом. Диалектика, и только она, позволит решить поставленную нами задачу. Тезис. Поставим следующий вопрос. К компетенции какой науки, естественной или гуманитарной, относится все то, что сказано выше о динамике этноса? Для ответа нам прежде всего потребуется уточнить само понятие гуманитарных и естественных наук. Принято думать, что гуманитарные науки – это те, которые изучают человека и его деяния, а естественные науки изучают природу, живую, мертвую и косную, то есть ту, которая никогда не была живой. Это деление неконструктивно и полно противоречий, делающих его бессмысленным. Медицина, физиология и антропология изучают человека, но не являются гуманитарными науками.
Древние каналы и развалины городов, превратившиеся в холмы, антропогенный метаморфизированный рельеф, находятся в сфере геоморфологии, науки естественной. И наоборот, география до XVI века, основанная на легендарных, часто фантастических рассказах путешественников, переданных через десятые руки, была наукой гуманитарной, так же как геология, основанная на рассказах о всемирном потопе и Атлантиде. Даже астрономия до Коперника была наукой гуманитарной, основанной на изучении текстов Аристотеля, Птолемея, а то и Косьмы Индикоплова. Люди предпочитали жить на плоской земле, окруженной океаном, нежели на шарике, висящем в бесконечном пространстве, бездне. Эти мнения бытуют еще и ныне, несмотря на всеобщее среднее образование. Отсюда видно, что различие между гуманитарными и естественными науками не принципиально, а скорее стадиально. Вернадский еще в 1902 году отметил: в XVIII веке работы натуралиста в геологии и физической географии напоминали приемы и методы, царившие еще недавно в этнографии и фольклоре. Это неизбежно при данной фазе развития науки. Исходя из сказанного, легко заключить, что деление образов мышления, тем самым и наук, по предмету изучения неправомерно. Гораздо удобнее деление по способу получения первичной информации. Тут возможны два подхода: чтение книг или выслушивание сообщений, легенд, мифов и так далее, и наблюдение, иногда с экспериментом. Первый способ соответствует гуманитарным наукам, царицей коих является филология. Второй – естественным наукам, которые следует подразделить на математизированные и описательные. Математизированные имеют дело с символами, описательные – с феноменами. К числу последних относятся география и биология. Причина такого странного размежевания наук глубока, но и она описана Вернадским, назвавшим ее бессознательным научным дуализмом. Он разъяснял этот тезис так: под именем дуалистического научного мировоззрения я подразумеваю тот своеобразный дуализм, когда ученый-исследователь противопоставляет себя, сознательно или бессознательно, исследуемому миру. Получается фантазия строгого наблюдения ученым-исследователем, совершающихся вне его процессов природы как целого. Так, но филолог неизбежно находится вне изучаемого им текста. Иначе он не может работать. Значит, научный дуализм, столь вредный в естественных науках, наследие гуманитарных навыков, перенесенных в чуждую им область. Тут разница принципиальная. То, что гуманитарий рассматривает извне, то естествоиспытатель должен стараться рассмотреть изнутри, ибо сам находится в биосфере потоке постоянных изменений. В этом потоке он видит больше, чем гуманитарий, для которого открыта только рябь на поверхности. Но соучастие в планетарной жизни кончается с его неизбежной гибелью, как всякого живого организма. Это и есть диалектика природы. Отмеченное размежевание гуманитарных и естественных наук не дает права на предпочтение одних другим. Ведь именно гуманитарные науки обогатили современное человечество информацией об иных культурах, как современных эпохи европейского просвещения, так и мертвых. Именно за это XV-XVI века, переполненные жестокостями и преступлениями, ныне называются Возрождением. И хотя гуманитарии приучили читателей, алчущих знания, к вере в источники, историческая критика, сопряженная с естествознанием, позволила ограничить веру сомнением, в результате чего наука история стала обладательницей огромного количества фактов, то есть элементов любой сложной конструкции. Беда была лишь в том, что за одним исключением социально-экономической истории не было скелета науки, принципа классификации. В любой обобщающей работе факты излагаются просто в хронологической последовательности, вследствие чего плохо поддаются запоминанию. Физика, химия, астрономия и космография преодолели аналогичные трудности, используя математику. Но зоология, физическая география и историческая этнография не позволяют применять к себе математическую символику.
Нельзя думать, что все явления, доступные научному объяснению, подведутся под математические формулы. Об эти явления, как волны о скалу, разобьются математические оболочки, идеальное создание нашего разума. Казалось бы, что компетенция естествознания простирается только на те факты, которые существуют ныне, но не на те, что ушли в прошлое. Однако палеонтология и историческая геология изучают именно прошлое, руководствуясь принципом актуализма, согласно которому законы природы, наблюдаемые сейчас, также действовали в прошлом. Однако это относится к массовым явлениям, но не единичным фактам, представляющим интерес для историка. Как известно, все природные закономерности вероятны и, следовательно, подчинены закону больших чисел. Значит, чем выше порядок, тем неуклоннее воздействие закономерности на объект, и чем ниже порядок, тем более возрастает роль случайности, а тем самым и степень свободы. Поэтому в естествознании единичное наблюдение воспринимается критично. Оно может быть случайным, неполным, искаженным обстоятельствами, в которых находился наблюдатель, и даже его личным самочувствием. И в опыте ошибки возможны. Опыт может быть нечистым. Данные могут быть искусственно подогнаны, артефакт, или не учтены все превходящие компоненты. Но все эти недостатки компенсируются большим числом наблюдений, где неизбежная ошибка лежит в пределах допуска. Иначе говоря, она столь мала, что ею не только можно, но и нужно пренебречь. Так возникает эмпирическое обобщение, непротиворечивый комплекс сведений по достоверности, равный наблюденному факту. И если историк или палеоэтнограф встает на этот путь, он получает столь же блестящие перспективы, какие уже имеют биологи, геологи и географы. Пусть исходный элемент исторического исследования – эксцесс. Если набрать их много, они будут поддаваться классификации, а в дальнейшем и систематизации, а тем самым дадут верифицированный материал для эмпирических обобщений. Этим путем в XIX веке пошла социально-экономическая история. Ее данные легли в основу исторического материализма, предмет которого не отрывочные сведения летописцев, а объективная реальность со свойственной ей закономерностью. В исторической географии и этнографии XIX века такой постановки вопроса не было, потому что не было способов ее решения. Они появились лишь в середине XX века. Это были системный подход фон Берталанфи и учение Вернадского о биохимической энергии живого вещества биосферы. Именно эти два открытия позволили сделать эмпирическое обобщение всех ранее установленных фактов и дать тем самым описательное определение категории этнос, установив характер движения материи в этногенезах. Тем самым гуманитарная историческая география и палеоэтнография превратились в новую естественную науку – этнологию. А как же история, сведения которой мы употребили столь обильно? Она, как двуликий Янус, осталась гуманитарной там, где предметом изучения являются творения рук и умов человеческих, то есть там, где изучаются здания и заводы, древние книги и записи фольклора, феодальные институты и греческие полисы, философские системы и мистические ереси, горшки, топоры и расписные вазы или картины, короче говоря, источники, которые по сути своей статичны и иными быть не могут. Эти вещи человек создает своим трудом, при этом выводя их материал из цикла конверсии биоценоза. Он стабилизирует природный процесс, ибо эти вещи могут только разрушаться. Но человек – член не только общества, Gesellschaft, но и этноса, Gemeinwesen. Вместе со своим этническим коллективом он сопричастен биосфере, вечно меняясь, умирая и возрождаясь, как все живое на нашей планете, он оставляет свой след путем свершения событий, которые составляют скелет этнической истории функции этногенеза. В этом аспекте история – наука естественная и находится в
в компетенции диалектического, а не исторического материализма. Особенности исторического времени. Как известно, география исследует становление поверхности Земли, включающей 4 оболочки: литосферу, гидросферу, атмосферу и биосферу. Сочетание их – результат множества природных и техногенных процессов, создавших и затем постоянно меняющих облик Земли. Именно это сочетание создает ту специфику, которая выделяет географию не как случайный комплекс сведений, а как самостоятельную науку о разнообразии географической среды. Процессы в географической среде идут в рамках пространственно-временных закономерностей. Поскольку время здесь обязательный параметр, то любые уточнения хронологии в географических науках не бесполезны. Так историческая геология показывает на изменения вне биологических оболочек Земли, однако даты происшедших изменений рельефа, химического состава атмосферы и гидросферы весьма приблизительны и измеряются геологическими периодами. При изучении биосферы в палеозоологии и палеоботанике допуск меньше. Мастодонты и махайродусы вымерли в кайнозое. Абсолютную же хронологию с точности до года дает только изучение антропосферы, даже не в Голоцене, а в историческом периоде. На этой основе антропогеография показывает последовательность изменений, происшедших за последние 5000 лет. В таком аспекте биосферные процессы следует рассматривать как мезокосм, лежащие между уровнями макрокосма, космоса и микрокосма, явлениями атомными и молекулярными. Но как считать планетарное время применительно к биосферным структурам, учитывая сменяемость видов и этносов? Линейное время без начала и конца весьма удобно для абстрактных построений, но не может отразить разнокачественности возникающих в биосфере систем. И тут мы наталкиваемся на феномен, ранее не учитывавшийся и ныне не понятый в должной мере. Законы природы в общих своих формах едины для разных уровней структурной организации материи, хотя и проявляют себя через многообразие. Этот исходный принцип диалектического монизма получил блестящее подтверждение в синергетике и этнологии. Поэтому хронологические уровни, как характеристика развития, имеют значение для множества уровней, от атомного и молекулярного у Пригожина до популяционного у автора этих строк. С последним обстоятельством связано и значение общей теории систем для географии. Наблюдаемая в природных процессах вспышка энергии, отрицательной энтропии с последующей ее растратой, представляет собой универсальный механизм взаимодействия системы со средой. Эта универсальность, доказанная Пригожиным для микрообъектов, в географии описывается как движение на популяционном уровне. Иными словами, и на биосферном уровне развитие осуществляется не эволюционно, а дискретными переходами от равновесия к неравновесию и обратно. Возникающая структура всегда ведет себя иначе, нежели прежняя, уже растратившая первоначальный импульс и близкая к равновесию со средой. Значит, импульс – начало процесса диссипации, ведущий систему к неизбежному распаду. В связи с этим напрашивается мысль восточной хронософии о цикличности процесса, подобной смене времен года или фаз Луны. Сыма Цянь в I веке до нашей эры сформулировал, как уже отмечалось, тезис исторического развития так: конец и вновь начало. Однако дело обстоит сложнее. Цикличность в биосферных процессах видообразования в этногенезе не наблюдается. Обсуждаемый тип взаимодействия отвечает не ритму, повторению, а инерции эксцесса, при котором изменение потенциала описывается сложной кривой подъемов, спадов и зигзагов. Это кривая сгорающего костра, вянущего листа, взрыва порохового погреба. Разница здесь лишь
в продолжительности процесса, а этногенезы длятся от 1100 до 1500 лет, если их не нарушают экзогенные воздействия, например, геноцид при вторжении иноплеменников или эпидемия. Но кроме отвергнутых форм движения времени, поступательной и вращательной, есть еще и колебательное, затухающее звучание струны после щипка и маятника после толчка. Растрата энергии импульса от сопротивления вмещающей среды и ее рассеивания – это диссипация, которую мы наблюдаем в биосфере Земли. Биоценозы, да и этносы возникают внезапно, образуют экосистемы и медленно рассеивают биохимическую энергию живого вещества, описанную Вернадским. В этом аспекте этническая история, в отличие от истории социальной, движение кои спонтанно, составляет часть биосферы. И в древности были этносы, творцы антропогенных ландшафтов, ибо руины городов Месопотамии, Египта, Юкатана и курганы Великой Степи – это следы былых диссипаций, так же как пустыни и солончаки в свое время завершали попытки древних людей бороться с их праматерью биосферой. Победа была недостижима принципиально, ибо предел диссипации – равновесное состояние этнической системы со средой, гомеостаз, то есть утрата резистентности, для которой не остается энергетических ресурсов. Вот почему большая часть этносов, живших и творивших в исторический период, уже не существуют. Этносистемы развалились на части, на обломки и на пылинки, то есть отдельных людей, которые затем интегрировались в новые системы в обновленных ландшафтах с новыми традициями. По сути дела, открытие Пригожина есть обоснование принципа защиты окружающей среды, ибо оптимальна дружба с природой, а не победа над ней. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Станислав Федосов.